Горная Ингушетия славится не только архитектурными памятниками, но и уникальной неповторимой природой. Здесь обитают редкие исчезающие животные 31 вида. К ним отнесены форель ручевая или царская рыба, птицы-бородач, перкут, сапсан, тетерева кавказский, лар кавказский, рысь, косуля, серна, лизооровый, козел и другие. По заключению ученого, здесь также насчитывается 180 видов редких растений, нуждающихся в охране. Леса Джайрахского района отнесены первой группе и выполняют почвозащитную и водоохраняемую роль. На этот раз мы были в горах в конце мая. Была бурная весна. В зеленый наряд оделись леса, цветами покрылись луга. Слышен гул пчел, летящих за данью восковой. Вливаясь в бурную реку Арамхи, журчат ручейки. На горных травах серебром блестит роса. Здесь, в горах, оторвавшись от городской суеты и шума мотора, и дышится легко, и мысли другие. Невольно приходят на память строки из стихотворения Лермонтова. Когда росой обрызганный душистый, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студенный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Сегодня мы идем в ущелье Амаль-Джеш. Здесь место обитания красивых и гордых животных – туров. Тропа петляет вдоль реки Арамхи, то поднимаясь ввысь, то по ступеням опускается к реке. Медленно, но упорно движемся вверх, к снежным вершинам. На границе альпийской и снеговой зон обитает тур. Накануне при встрече Евкура в Гапур, знаток и любитель этого края, сказал: «Сейчас самая пора идти на съемку. В конце мая у самок появляются турчата. Животные далеко в горы не уходят. К вечеру они спускаются к сочным горным травам. Всю ночь пасутся и резвятся в лощинах. Рано утром, до восхода солнца, начинается медленный подъем в горы. Вам остается только сидеть в укрытии и щелкать своими аппаратами», — убеждал он нас. И желание увидеть этих грациозных животных нас тянуло вверх, как магнитом. Сын Гапура, Башир, смелый и ловкий парень, организовал нам лошадей, погрузил на них спальные мешки, необходимый инвентарь, продукты. И рано утром мы тронулись в путь. После нескольких часов ходьбы по Шаанскому ущелью мы переходим по деревянному мостику на правый берег Арамхи. Здесь сливаются Арамхи и ее притоки из ущелья Амаль-Джеш. Шаанское ущелье по прямой уходит на юг, к границам Грузии, а мы уже движемся вверх по ущелью Амаль-Джеш. В пути, сделав несколько привалов, после полудня мы наконец достигаем границы альпийских лугов и снежных вершин. «Вот мы и на месте», — сказал Гапур, подъезжая к огромному взыбившемуся камню. «Здесь приют браконьеров, и мы сегодня воспользуемся их гостиной». При всей острой неприятии людей, задыхавшихся в погоне за наживой, мы вынуждены были воспользоваться их жильем. Больно уж хорошее место для наблюдения выбрали они для себя. Расседлав и отпустив коней на пастбище, мы расположились здесь и после обеда начали вести наблюдение за горными склонами в ожидании туров. В 2-3 часа после полудня стада ринутся вниз. «Будьте готовы», — уверенно сказал Гапур, будто бы о расписании поездов. Возможно, бывалый егерь когда-то и наблюдал такую картину. Но сегодня его надежды не оправдались. Прошло и 3, и 5 часов. Вечерние тени легли на горные склоны, а стада туров все не было. Перед самым закатом солнца на противоположном склоне появилось небольшое стадо, но в нашу телекамеру они не попали. Простояв довольно долго, высоко в горах, и учуяв что-то неладное, животные, спускаясь вниз с пастбищем, ушли в другую сторону. «Они спустятся в лощину вон там, за горой», — не терял надежды Гапур. «А утром, возвращаясь в гору, пройдут рядом с нами. А если не вернуться сюда, не беда. Один из нас поднимется в гору и криком сверху погонит в нашу сторону. Так что спокойно располагайтесь на ночлег». Приятно вечером посидеть у костра и слушать неторопливую речь бывалого человека. Гапур нам рассказал много интересного о повадках животных. Мы узнали, что Хах Тонг, 4-5-летний тур, и что в этом возрасте они находятся еще в стадии. После 5 лет самцы уходят из стада и держатся в стороне. В ноябре, когда начинается гон, самцы выясняют отношения. На много километров вокруг слышен грохот рогов, пьющихся туров за право быть вожаком в стаде. Узнали мы в тот вечер, что самки туров заботливые мамаши.
Гапур рассказал нам трогательный случай. Как-то я наблюдал за уходящим стадом с малышами. Один из новорожденных не смог подняться за стадом вверх и остался в лощине. Мамаша немедленно вернулась к малышу, накормила молочком, а затем произошло неожиданное. Самка взяла своего детеныша на руки, понесла вверх. Знали мы, что реку Арамхи несправедливо называют Харамхи, то есть запретная вода. Она берет свое начало из горного озера, из Ан, и называется Амарай-Хи, то есть вода из озера. Не согласен Гапур и с названием своего села Ольгетти. Ольг лепешка, но название свое получила не от Олик, а от Овгу, то есть вижу там. Многое в этот вечер мы узнали и уснули поздно. На рассвете начали готовиться к встрече туров. Оператор Аджигов Алисан поднялся на склон горы, где, по предположению Гапура, должны пройти стада. Башир, сын Гапура, ушел на вершину, чтобы криком погнать туров в нужном нам направлении. Но все было напрасно. Небольшое стадо было согнано с вершины, но оно направилось в противоположную сторону. Гапур недоумевал и был расстроен. باخشني يا أخي يورتشني يا أخي أخي وحلا شوي خنش ليت حتى دهم ده جيت جالي جديد دو عند غورج يغير تتدين مسكين ديدي ده يحكي سبير ده دو بيسن عايز يحكي كتوسر عدينا ديدي يقعد أدوه حلا سلام ديهم جريتي مالا تيب واخر ده وحنس وجوجي والوام واخري تورج يوز واخر تورج زمان درج دوت مصر دوت ليج دوت دو خاج دوت سلسلة جه موشر جه سوغلج ده سالورجج ده ريس ديه چرچ درتی جه مصر تيب واخر ده هني شيء مخدي بود ده وش صوتي والله درج أبي ذاتي والله درج أرلج دي واخر والله درج سرسل إيش ده والله درج سرسل والله درج ده دو خايج والله درج دي دو خايج ديك واحد ديك هم جديه موسكا برو موسكا اليوم الثاني هم جديه ويوص حدو عشانه صورت داخل في داخل دقة حد دخلني ويدا هو بيزم خد نربر دي هو صار حال يكوري جيش مش داخل مش تيله واش تام داند ويز فهو حال هذا يخز والخر هذا واخر تصحش واش ده دي ده در حال هذا دي كادر حدو عجو دموت ده حالها مو دموت ده كادر انه انت ده مش تاني مرق جديد دوت فوق داخل زي حلقي فوق وقت سدي ازد على اسمه تاخذ دريه بركن يريد غيل يا اخي تاخذ والله باش واحد ارى ضامر شبيل بشوه أقول والله من سجمري متيجي دكي يوتسوا حنسحوك خاتش قاس تلوري يج متيجي ملاجي ترجع لكيري لوري يج لوري مو قاس تيركم تبا لوري يج نتيجي لوري يز ما تجيت ايدي جيت لوري يز ما شلون جلد بدي انا ارتقى خيها شوف دهر وسعر وشنو ورا كي تشوف Бесконтрольный выпас скота производится не только в ущелье Амальчеш, но и по всей горной Ингушетии. Дикие животные вытесняются на скалы Иосифа, где нет травостоя, луга выводятся из строя, загрязняются реки. В целях сохранения уникальной экосистемы объектов историко-культурного наследия нашего народа указом президента Республики Ингушетия 21 января 1995 года было предложено создание заповедной зоны в горной Ингушетии. Правительству республики поручалось в течение месяца обеспечить исполнение данного указа с привлечением заинтересованных министерств и госкомитетов. Но ни один пункт этого важного документа до сих пор не выполнен. Не определена особо охраняемая зона. Неизвестно, кто несет ответственность за ее сохранение. Вместе с тем мы хорошо понимаем,
Какая бы строгая охрана здесь ни была, запретительными мерами цели не достигнешь. Главное, чтобы люди сами поняли, что мы частица природы, не рубили сук, на котором сидят. И не вина Гапура, что мы здесь не встретились стадо тура. Бесхозность в любом деле к добру не приводит. Есть и другие слова Гёте. Природа не признает шуток, она всегда правдива, всегда серьезна. Ошибки же, заблуждения исходят от людей. И эти ошибки обходятся нам слишком дорого. Но невозможно запретительными мерами изолировать этот уникальный район от всевозрастающего потока желающих посетить свою духовную историческую родину, ближе познакомиться с землей своих предков. Необходимо овладеть ситуацией, взять этот процесс под контроль, создать условия для отдыха, туризма, знакомства с природой, историей и архитектурой, управляя этим процессом и отводя нагрузки от объектов, нуждающихся в охране и изоляции. Здесь необходима квалифицированная работа ученых, краеведов, всех тех, кому дорог этот край.